Друзья, часто от каждого из нас на рабочих местах начальство требует выполнения работы, которую мы не должны делать, которая не прописана в нашем трудовом договоре. Кого-то просят помыть окна, кого-то просят покрасить стену, а кого-то просят помыть крышу. Я сегодня хочу рассказать об одном из таких случаев, который, к сожалению, закончился трагически. Случай произошел на Гомельском химическом заводе. Спасателя начальство отправило мыть крышу коровника в сельскохозяйственное предприятие. Рабочий работал водителем газоспасательной машины и в силу своих должностных обязанностей не должен был мыть эту крышу. Но перед приездом главы государства была дана команда любой ценой помыть крыши коровника. В результате рабочий сорвался с крыши коровника, упал с высоты 6 метров на бетонный пол. Скорая, которая приехала по вызову, констатировала смерть, поскольку были получены травмы, несовместимые с жизнью. В результате семья осталась без мужа, дети малолетние остались без отца. Представители организации в этот же день, день смерти, назвали рабочего виноватым. Нарушил какую-то инструкцию о том, что он не должен был ступать на хрупкие предметы, которые находятся на крыше, и изделия из поликарбоната. Этот пример наиболее ярко показал. От нас требуют на работе выполнять ту работу, которую мы не должны делать. А когда случается горе, когда случается трагедия, начальство пытается умыть руки и делает, как в нашем случае, работника самого виноватым. В этом кейсе является также не безинтересным и позиция руководства организации. Родители погибшего обратились в суд за взысканием морального вреда, и предприятие начало буквальный торг. Они посчитали, что 50 тысяч, которые суд присудил родителям морального вреда, большая сумма. Они заявляли о том, что родители не являются членами семьи погибшего сына, только супруга и дети. Они говорили о том, что 10 тысяч рублей будет достаточным для компенсации родителям морального вреда. В конце концов, они не согласились с решением суда, пошли в апелляцию. К счастью, суд второй инстанции, апелляционная инстанция, стала на сторону родителей, оставив в силе решение суда первой инстанции. И более того, даже после вступления в законную силу решения суда, Гомельский химзавод не спешит исполнять решение, заставляя родителей тем самым прибегать к помощи судебных приставов. Чему нас учит эта история? Тому, что мы не должны соглашаться на выполнение той работы, которую мы не должны делать, которая не прописана в наших должностных обязанностях. Эта ситуация нас учит тому, что работодатели поступают цинично. Они отказываются от возможных выплат пострадавшим работникам, делая их виноватыми. А также напоминает нам о том, что нам самим нужно защищать свои права. Нам самим нужно говорить нанимателю о том, что вы требуете от меня работу, которую я не должен выполнять. Приходите в независимые профсоюзы, вместе мы будем защищать свои трудовые права.